Лев Николаевич Гумилев. Черная легенда. Неисчислимы беды, происходящие от предвзятых мнений и ошибок. Главная заслуга науки в том, что она, часто с мучительными усилиями, скрывает застарелые предубеждения, никогда не доказанные и как будто не требующие доказательств. Каждая удача в этом направлении — подвиг, и очень трудный, потому что опровергнуть ложное суждение можно, лишь вскрыв его корни. А они, зачастую болезненные и застарелые, уходят вглубь веков. О каком предубеждении идет речь? Начнем с того, что наши предки, жившие в Московском царстве XVI-XVII веков и в Петербургской империи начала XVIII века, нисколько не сомневались в том, что их восточные соседи, татары, мордва, черемисы, остяки, тунгусы, казахи, якуты, такие же люди, как и тверичи, рязанцы, владимирцы, новгородцы и устюжане. Идея национальной исключительности была чужда русским людям, и их не шокировало, что, например, на патриаршем престоле сидел Мордвин Никон, а русскими армиями руководили потомки черемисов, Шереметьев, или татарин, Кутузов. В странах же Западной Европы предубеждение против неевропейских народов родилось давно. Считалось, что азиатская степь, которую некоторые начинали от Венгрии, другие — от России, обиталище дикости, варварства, свирепых нравов и ханского произвола. Взгляды эти были закреплены авторами XVIII века, создателями универсальных концепций истории, философии, морали и политики. При этом самым существенным было то, что авторы эти имели об Азии крайне поверхностное и часто превратное представление. Это их не смущало, их взгляды не опровергали французские или немецкие путешественники, побывавшие в городах Передней Азии, Индии или Китая. К числу дикарей, угрожавших единственно ценной, по их мнению, европейской культуре, они причисляли и русских, основываясь на том, что 240 лет Россия входила в состав сначала Великого Монгольского улуса, а потом Золотой Орды. Эта концепция была по-своему логична, но отнюдь неверна. Вспомним русский XVIII век. Тогда юные пятиметры, пижоны, выражаясь современным языком, возвращаясь из Франции, где они обучались не столько наукам, сколько точкам зрения, восприняли и принесли домой концепцию идентичности русских и татар как одинаково восточных варваров. В России они сумели преподнести это мнение современникам как само собой разумеющуюся точку зрения на историю. Эта точка зрения заразила даже Александра Сергеевича Пушкина. Он увидел историческое предначертание России в том, что ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Великий поэт говорил, что Россия своим героическим сопротивлением монголам спасла Европу от монгольского захвата в XIII веке. А так ли это? Действительно ли существовала угроза монгольского овладения Европой? В XIX веке всеми учеными и публицистами предполагалось, что из Азии пришли неисчислимые полчища, давившие все на своем пути численностью. Теперь-то мы знаем, что монголов было около 600 тысяч человек, а армия их составляла всего от 130 до 140 тысяч всадников, воевавших на 3 фронтах. В Китае и Корее, в Средней Азии и Иране и в половецких степях.
В это время на Руси было около 6 миллионов жителей. В Польше и Литве 1 миллион 600 тысяч, Афинов – 500 000. В Поволжье было тогда же не более 700 тысяч жителей. А в степи между Доном и Карпатами – 500 тысяч человек. В это же время население Франции приближалось к 20 миллионам. Столько же было в Италии и Германии, не говоря об Англии, 3 миллиона жителей, и Скандинавии. В XIII веке опасность для Европы была скорее психологической, чем реальной. Публицисты и мыслители XVI-XIX веков научными данными не владели и потому фантазировали о предмете, который занимал их, но которого они не знали. Главное же в другом. Зачем и ради каких общих интересов русским людям необходимо было защищать немецких феодалов, ганзейских бюргеров, итальянских прилатов и французских рыцарей, которые со своей стороны наступали на Русь, либо истребляя, либо закабаляя схизматиков греческого обряда, которых они не считали за подлинных христиан? Поистине, теория спасения Европы Русью была непонятным ослеплением, к несчастью неизжитым до сих пор. Корни болезни, которую мы называем монголофобией, следует искать в том же XIII веке, когда и происходили войны монголов. Могут возразить, что европейцы, а до них римляне и греки недолюбливали степных варваров, скифов, гуннов, и раньше. Но раз речь идет о монголах, а не о гуннах, туркменах-сельджуках и даже туарегах Сыхары, которые на время завоевали большую часть Испании, то корни болезни монголофобии надо искать именно в XIII веке. Ибо до этого времени о монголах не было слышно и их не было на исторической арене. Видимо, тогда же родилась черная легенда, породившая много бед, связавшая в одну цепь нелюбовь и презрение европейцев к кочевникам, ненависть к людям Восточной Европы, исповедовавшим не католичество, а православие и несторианство, и воинственную враждебность к монголам и тюркам, которых отныне открыто можно было третировать вплоть до XX века как неполноценную расу. Если все это так, то черная легенда своим рождением обязана концу крестовых походов, когда монголы столкнулись с европейскими рыцарями и монахами сначала в Венгрии, а затем в Палестине. Что произошло от встречи крестоносцев-католиков с монголами-несторианами? Зададим этот вопрос, а чтобы ответить на него, обратим внимание на эту эпоху XIII века, чтобы найти тех, кто был заинтересован в заведомо ложной информации о монголах.